О самых заметных сегодняшних событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Вы смотрите «Итоги дня» в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Несмотря на затруднения, населенные пункты от нехватки товаров первой необходимости страдать не будут. На дороге Мухтоя введено временное ограничение для большегрузов. Масштабное деловое событие Западной Якутии. В Мирном начался второй региональный инвестиционный форум «Мирные территории развития». С этой весны водителей электросамокатов обязали ездить по правилам дорожного движения. Расскажем о нововведениях. Узнать, а возможно и открыть что-то новое. Юные экологи собрались на ежегодном республиканском слете зеленых пионеров в детском лагере «Энергетик». История возрождения золотодобывающей промышленности республики. Городу Алдану исполнилось 100 лет. Дмитрий Садовников провел оперативное совещание по восстановлению дорог. Отмечено, что на сегодняшний день самой сложной остается обстановка на дороге Мухтоя в Ленском и Мирнинском районах. Там введено временное ограничение для большегрузов массой свыше 10 тонн. Первый зампред отметил, что несмотря на ограничение проезда для фур, населенные пункты от нехватки товаров первой необходимости страдать не будут. Напомним, временное ограничение установлено в целях сохранности автомобильных дорог и недопущения деформации дорожного полотна большегрузной техникой в период проведения ремонтных работ. Служащие предприятия Мирнинского управления автомобильных дорог, подрядная организация «Талаканстрой», все в целом заточены для того, чтобы эту работу выполнить. Промышленные предприятия, которые тоже пользуются этой дорогой, все понимают, что эту проблему надо решать. За прошедшие выходные на территории республики было обнаружено 2 лесных пожара на общей площади почти 3 гектара на территории Усть-Майского и Среднеколымского районов. На тушении задействовано 113 человек и 1 вертолет. Также обнаружен 1 ландшафтный пожар на общей площади 2 гектара на территории Аймиконского района. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 36 лесных возгораний на общей площади более 4000 гектаров и 43 ландшафтных пожара на общей площади более 1000 гектаров. Кроме того, в ряде районов отмечается высокий класс пожарной опасности. С 19 июня в Верхоянском, Вилюйском, Аймиконском и Усть-Майских районах отмечается высокий 4-й класс пожарной опасности с возможным повышением до 5-го класса в Усть-Майском районе. На территории городского округа город Якутск, в Абыйском улусе, в Амгинском улусе, Вилюйском улусе, Усть-Алданском районе, Алекминском районе, Усть-Майском районе, Именно-Бетантайском национальном улусе введен особый противопожарный режим. Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 в воскресенье доставил в Якутск Ми-8, который совершил 17 июня вынужденную посадку в 90 километрах от Якутска. Ми-26, доставивший в Якутск на тросе Ми-8, является самым большим вертолетом в мире. Он предназначен для транспортировки боевой техники и различных грузов, а также для перевозки десанта и раненых. Напомним, Ми-8 авиакомпания «Алроса» летел из Якутска в Соболох. На его борту находились 4 члена экипажа и 21 пассажир. В ходе инцидента никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило. Всех людей оперативно эвакуировали с места происшествия в Якутск. На площадке Петербургского международного экономического форума обсудили и вопросы Арктики. Суверенный морской путь, технологии в Белом крае, жизнь человека на севере. Одним из участников стратегической сессии развития научно-образовательного потенциала Арктики стал ректор СВФУ Анатолий Николаев. Он отметил, что университет в Арктике решает большие задачи, в первую очередь научно-исследовательские и, конечно, по подготовке кадров. Для более тесного сотрудничества СВФУ стал инициатором создания Российско-азиатского консорциума арктических исследований. Сейчас в его состав входят 17 участников. Это ведущие университеты, институты и общественные организации. На форуме консорциум вызвал интерес у иностранных стран.
Год назад мы на базе нашего университета и при поддержке Северного форума и наших партнеров и других университетов и организаций создали российско-азиатский консорциум по арктическим исследованиям. Буквально через год мы инициировали совместно эту площадку, обсудили много вопросов. Есть интерес и иностранных государств, интерес есть в Китае. Буквально вчера поговорили с представителями Индонезии, которые тоже хотят, университеты, которые тоже хотят войти в этот консорциум. Ключевые экономические и социальные вопросы на площадке ПМФ обсудили и молодые кадры. Завершающий день экономического форума был посвящен молодежи. В деловую программу молодежного дня вошли панельные дискуссии, экспертные сессии, мастер-классы, лекции с участием представителей крупных компаний. Студенты, будущие управленцы, начинающие предприниматели и молодые специалисты госструктур получили ценные советы о ведении бизнеса и работы в этом году и нашли ответ на вопрос, как и в чем себя реализовать. Из республики приняли участие около 50 молодых специалистов из разных отраслей госслужбы и бизнеса, а также якутские студенты. С возвращением в родную республику буду, скорее всего, работать над проектом практики и стажировок молодых государственных гражданских служащих. Здесь стажировка – это не только для тех, кто не имеет опыт ГГС, но и, соответственно, развивать молодежь, которая уже на службе республики. Это самое перспективное, наверное, направление сегодня, когда мы можем связать свою жизнь не только с госслужбой, но и с IT, хай-теком, и все это совмещать. Это то, что сегодня реализуется не только на площадке ПМФ, но и в нашей родной республике. Мы видим, как строятся кварталы труда, IT-парки, и все это совмещается с так называемой скучной госслужбой, которая так скучной давно перестала быть. В Мирном начался второй региональный инвестиционный форум «Мирная территория развития». В самом масштабном деловом событии Западной Якутии в течение 2 дней на разных площадках по 6 направлениям будут обсуждаться важные вопросы развития, а также привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата. В рамках второго инвестфорума представители бизнес-сообществ, промышленных компаний, некоммерческих организаций, а также органов местного самоуправления смогут обменяться опытом, познакомиться и презентовать перспективные инвестиционные проекты, а также найти партнеров и инвесторов. Со стороны предприятий, со стороны инвесторов мы видим такой большой интерес к общению на этой площадке, что, я бы сказал, делаем его с большим удовольствием и понимая, что есть абсолютно конкретная практическая польза. Потому что Западная Якутия на сегодняшний день приносит около 70% всех инвестиций, которые вкладываются в экономику нашей республики. 70% от достаточно большой цифры. По 2022 году она составляла 616 миллиардов рублей. Соответственно, более 400 миллиардов приходится на Западную Якутию. В числе первых результатов работы форума это подписание соглашения о сотрудничестве между Мирнинским районом и Целевым фондом будущих поколений Якутии. Для Мирнинского района, безусловно, очень важное соглашение, которое мы сегодня в первую очередь подписали, это с Целевым фондом будущих поколений на строительство социальных объектов. В этом соглашении мы предусмотрели строительство 3 объектов. Это первый пристрой к первой школе в городе Мирном, второй – это водозабор в поселке Сюльдюкар, и третий – это строительство многофункционального центра Дома культуры тоже в поселке Сюльдюкар. На площадках форума, кроме привлечения инвестиций в развитие территории Западной Якутии, также обсудят вопросы цифровизации, предпринимательства, занятости, туризма и корпоративной социальной ответственности в регионе. Анна Васильева, Мирный. С этой весны водители электросамокатов обязали ездить по правилам дорожного движения. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сегвеи получили официальный статус. Теперь их называют средства индивидуальной мобильности, проще СИМы. Однако пока пользователи самокатов ездят где хотят и как хотят. Водители и пешеходы не хотят с ними делить дорогу. О нововведениях расскажет Марферина Алексеева.
С наступлением лета открылся сезон проката электросамокатов, велосипедов и других средств передвижения. По новым правилам дорожного движения электросамокаты признаны транспортным средством. Максимальная допустимая скорость составляет 25 км в час. Ездить электросамокаты должны по велодорожкам, если их нет, по тротуарам и пешеходным зонам. И только пользователям старше 14 лет в крайнем случае можно выезжать на дорогу, но двигаться только по ее правому краю. Опять же, весовой критерий, то есть если транспортное средство, именно средство индивидуальной мобильности, если превышает 35 килограмм, то есть это прописано в паспорте данного транспортного средства, то он уже не имеет права заезжать на тротуар. Только по выделенным трассам, так сказать, да, то есть именно если у нас велосипедная дорожка, где есть велосипедная дорожка, и также для средств индивидуальной мобильности вот эта дорожка подразумевает собой, да, то они также там должны, опять же, управлять данным видом транспорта безопасно. Для жителей Якутска общедоступный самостоятельный прокат электросамокатов в новинку. Пользователь и не задумывается о правилах его движения. Я только сегодня первый раз катаюсь, только научился. Тут ограничение 20 километров. А если купить отдельно за свои деньги, можно 30-40 где-то. А ты знаешь по правилам техники безопасности, дорожного движения сколько? Нет. Не интересовался? Нет. А там случаев в приложении нету? Вот прочитаете? Да. Такое было, да? Вроде было. А ты прочитал? Нет. Повсюду по парку, по тропинкам езжу. Переходить дорогу с самокатом нужно строго пешим ходом, то есть ведя транспорт за собой. Это касается и велосипедистов. Вот к чему может привести несоблюдение этого правила. Случившееся на видео произошло днем 19 июня. Сотрудники ГИБДД за последний месяц зафиксировали уже 7-й подобный случай с пострадавшим. Также на водителей СИМов распространяется требование быть трезвыми за рулем. За нарушение этого правила штраф от 800 до 1500 рублей. Марферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. У ученика школы номер 20 Айлана Юмшанова сегодня вдвойне радостный день. Мальчику исполнилось 10 лет, и неожиданно от отца, участника специальной военной операции, он получил в подарок новый велосипед. Его отец, Мичил Павлов, добровольно служил в батальоне Барс-2 снайпером. В августе прошлого года получил ранение. В данное время лечится в Москве в госпитале. В день рождения любимого сына он попросил боевых товарищей купить велосипед и неожиданно его подарить. Друзья сразу исполнили просьбу. И, конечно же, новый двухколесный друг очень понравился мальчику. Мишель получил в августе ранение в боях под Харьковом. Тяжелое ранение. Сейчас проходит лечение в городе Москве. Представлен государственной награде Российской Федерации, медали за отвагу. Очень хороший друг, товарищ, боевой друг. Мы с ним, отряд все вместе в одной группе, общаемся, разделяем тяготы жизни и службы. Сегодня день рождения сына, растет будущий солдат, защитник Родины, чтобы приехали, поздравили именно ребята, которые с ним вместе были. Попросил, подарили велосипед, как раз все подошло. Бережем природу с молоду. 16 июня состоялся республиканский слет зеленых пионеров в детском лагере «Энергетик». Организатором выступает Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, начиная с 2017 года. Юные экологи каждое лето собираются вместе, чтобы узнать, а возможно и открыть что-то новое. Подробнее в материале Марины Захаровой. Слет – это стартовая площадка, где дети от 6 до 17 лет могут показать свои навыки, почерпнуть для себя много нового и найти единомышленников. Торжественно произнеся клятву юных экологов, дети начали погружение в изучение основ экологии и охраны окружающей среды. Дети у нас с каждым годом все лучше и лучше. Они здесь учатся готовить свои проекты научно-исследовательские в части экологии, охраны окружающей среды. И я думаю, что для будущего поколения, для развития в целом, это очень важный момент, направление. Детская просветительская работа по экологии, она должна развиваться. Зеленые пионеры – это дети, увлекающиеся естественными науками, инициативные и активные. В этом году лагерь принял более 200 детей, разделенных на 6 отрядов по названиям животных из Красной книги. Огонь интереса в глазах и готовность учиться. Юные экологи проявляют решимость в желании сделать наш мир чуточку лучше. Мне довольно интересная жизнь, как будет все развиваться у нас в Якутии. Я хочу, чтобы в Якутии все было чисто, чтобы тут не мусорили. И вообще мне очень нравится ходить
в турклубы. С каждым годом число активистов только растет. Движение «Зеленые пионеры Якутии» было организовано в 2017 году. И вот уже на протяжении нескольких лет «Алроса» является основным партнером всех мероприятий экологической направленности совместно с Министерством экологии. Участники 7-го республиканского слета «Зеленых пионеров» с энтузиазмом готовятся к защите собственных научно-исследовательских проектов и дальнейшей заботе об окружающей среде. Марина Захарова, Лена Андреева, Дилустан Накентьев, Якутск. С приходом лета и жарких дней у жителей столицы встает вопрос. Отдыхать у водоемов и многие традиционно выбирают городской пляж. Причем зачастую посещают его до официального открытия. О том, чем опасно несанкционированное купание, узнавал Петр Лукин. Окунуться в прохладную воду, позагорать на берегу с живописными видами, провести время с друзьями за пикником или поиграть в волейбол. Это традиционный список активностей для посетителей городского пляжа. Однако делают они это, не дожидаясь официального открытия, тем самым подвергая себя опасности. Такая картина наблюдается из года в год с наступлением первых жарких дней. Отдыхающих не останавливают ни знаки о запрете купания, ни высокий уровень холодной воды, ни сотрудники полиции и МЧС, регулярно проводящие рейды по территории пляжа. На территории Республики Саха-Якутия проводится месячник по безопасности на водных объектах. Также каждая последняя неделя месяца проводится акция «Вода – безопасная территория». На данный момент пляж не оборудован для купания, не имеется ни спасательных постов, ни оградительных буйков, спасательный инвентарь отсутствует. Одно из главных требований для открытия пляжа – это его полная санитарная безопасность. Дело в том, что пробы воды и песка в Роспотребнадзор можно сдавать исключительно после прихода так называемой второй волны паводковой воды. В водоемах на территории городского округа проводятся лабораторные исследования на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Песок обычно исследуют на паразитологические показатели, ну и на содержание бактерий, на микробиологические показатели. Все лабораторные исследования по песку пока еще в работе. Администрация пляжа продолжает вести подготовительные работы к открытию. В их число входят уборка территорий, озеленение и установка раздевалок. До официального открытия, я думаю, что мы постараемся большую часть пляжа все-таки убрать, подготовить, чтобы к официальному открытию у нас уже был чистый пляж. На данный момент мы ждем результаты анализа проб воды и песка. Это у нас основополагающий фактор по официальному открытию пляжа. В случае, если анализы текущие у нас будут в пределах норм, то мы уже официально откроем территорию городского пляжа для всех отдыхающих горожан и гостей города. Официальное открытие планируется в начале следующей недели. Посетить городской пляж может любой желающий с 9 утра до 9 вечера, без выходных. Петр Лукин, Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Видеосвязь соединила якутян с Москвой, Санкт-Петербургом, Хабаровском, Иркутском, Дербентом, Нижним Новгородом, Самаром, Севастополем и Челябинском. Возможностью пообщаться с жителями из других регионов в первую очередь воспользовалась молодежь республики. Так, ребята из Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации связались через интерактивную площадку место встречи ВК с бойцами студенческих отрядов из Нижнего Новгорода. А 14 июня из Санкт-Петербурга, где проходил Петербургский международный экономический форум, с молодежью республики пообщался глава Якутии Айсан Николаев. ВК-порталы были установлены в знаковых местах городов России рядом с достопримечательностями. Городу Алдану исполнилось 100 лет. 19 июня 1923 года на ручье Незаметном состоялась легендарная встреча председателя якутской трудовой артели Вальдемара Бертина и вольного старателя Михаила Тарабукина. С этой даты началась история Алдана и зарождения золотодобывающей промышленности республики. Именинника поздравил Руслан Павлов. Город трудовой доблести Алдан сегодня именинник. Ровно 100 лет прошло с исторической встречи первооткрывателей золотых залежей Бертина и Тарабукина, положивших начало золотодобывающей промышленности Якутии. Торжества по случаю юбилея города намечены на 2 сентября, но подарки Алдан получает уже сегодня. Один из них, который войдет в историю, торжественная церемония гашения юбилейных открыток, выпущенных Почтой России. Трудно было Почту России, Российской Федерации столкнуть на такой шаг. Для них 100 лет это немножко, а для нас это целая жизнь. Для специального гашения почтовой открытки Почта России изготовила и уникальный почтовый штемпель. На его оттиске размещена эмблема празднования столетия Алдана.
Почта России подарила городу Алдана к столетию открытки с изображением города Алдана. Также был выпущен специальный штемпель к столетию города Алдана. Он будет действовать сегодня один день и в дальнейшем отправиться в город Москва, в музей. На лицевой стороне почтовой карточки представлен мемориальный комплекс города, возведенный в 1986 году прошлого столетия. Он увековечил память об ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны и тех, кто в тылу ковал великую победу. Ну, во-первых, это память, дань уважения, да, вековая история. Это небольшая открытка, но имеющая большое значение. Святое место города Алдана, обелиск Победы. Почтовая карточка выпущена тиражом всего в 1000 экземпляров, которые моментально были раскуплены. Безусловно, почтовая карточка станет предметом интереса коллекционеров, а со временем приобретет историческую и материальную ценность. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Социальный проект «Наш двор» реализуется в Нерюнгринском районе с 2005 года. Начиналось все с необходимости организовать досуг детей и подростков, которые проводят летние каникулы на территории района. На праздновании 18-летия проекта побывал наш корреспондент Иван Лазаренко. Социальный проект «Наш двор» объединил близких по духу детей и взрослых, которые вместе отметили праздник совершеннолетия. С 18-м днем рождения ребят и коллег поздравили первый руководитель социального проекта «Наш двор» в Нерюнгринском районе Евгения Пушина. Также самые добрые слова благодарности звучали и в адрес людей, кто занят в проекте сегодня. Я хочу пожелать крепкого здоровья всем, кто имеет какое-либо отношение к нашему двору. Я хочу пожелать процветания, интересных идей, творческого развития и потенциала и вообще всего самого-самого лучшего. Сегодня «Наш двор» – это круглогодично действующий проект, где рады каждому ребенку, организуя досуг для ребятишек во дворах, где они вместе занимаются подвижными играми, веселыми и познавательными развлечениями. Мы работаем на всех площадках, особенно летом. Без нашего двора ни одно мероприятие не обходится. И дети действительно очень сильно, так скажем, расширяют не только свой кругозор, но и компетентные педагогические качества и способности. Отрадно, что даже спустя 18 лет проект все так же актуален и необходим подрастающему поколению. Возраст волонтеров-вожатых снижается с каждым годом. Все больше юных и талантливых ребят приходят в проект, чтобы реализовать себя и свое стремление делать добрые дела. Здесь вы можете найти новых друзей, можете перестать стесняться. Вас здесь приучат говорить на сцене. Здесь очень весело, и здесь остаюсь я лишь только потому, что это мое звание, призвание. Я обожаю детей маленьких особенно, с ними играть. Это мое дело, мое хобби. В каждом поселении Нерюнгринского района с нетерпением ждут приезда ребят в желтых футболках. Ведь они стали магнитом, притягивающим детей к интересному, полезному и веселому досугу. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Спартакиада учащихся спортивные якутяне, возобновленная по инициативе главы республики, станет ежегодной. Ее проведут и в 2024 году, несмотря на то, что Якутск в то же лето примет международные спортивные игры «Дети Азии». Подготовка к следующей спартакиаде начнется уже с сентября. За период проведения мероприятия были поставлены рекордные показатели по количеству участников. Так, всего на 3 этапах массового мероприятия свои силы попробовали 63 тысячи школьников со всех муниципальных образований. Всего в спартакиаду было включено 27 видов спорта. Якутию уже 3-й год на всероссийском уровне представляют воспитанники Республиканской специализированной спортивной школы по футболу. Сейчас ребята готовятся к домашнему матчу очередному тура юношеской лиги Дальнего Востока. Подробнее в следующем сюжете. Здесь проходит тренировка детского футбольного центра Якутия. Стоит отметить, что Республиканская школа футбола работает уже на протяжении 15 лет. А наши ребята готовятся участвовать в одном из этапов юношеской футбольной лиги Дальнего Востока. А прямо сейчас мы познакомимся со старшим тренером специализированной спортивной школы по футболу нашей республики, с Василием Викторовичем. Василий Викторович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка к футбольной лиге Дальнего Востока нашей страны? Дальневосточная футбольная лига – это такой масштабный проект под руководством Российского футбольного союза.
у наших юношей сейчас 15 и 18 лет есть возможность соревноваться с лучшими командами с нашего федерального округа. В школе футбола работают 7 отделений, в которых занимаются более 800 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет. Ребята занимаются в неделю 5 раз. Зимой тренировка проходит в спортивном комплексе Дахсун, а летом на стадионе Туймада. И на поле играл, тренер заметил, позвал играть. Так получилось, что сейчас играю теперь в футбол. Пустые тренировочный процесс у нас расписан, все у нас по графику. Устать мы не можем, потому что нагрузка всегда должна быть. Без нагрузки мы никак не будем прогрессировать. Тренер у нас строгий, может быть добрый. Но если мы проигрываем, то поддерживает. Тест нас сделает. Ну, у нас тренер добрый. А почему именно футбол? Есть же разные виды спорта. Потому что мне нравится бегать и забивать голы. Воспитанники республиканской специализированной спортивной школы по футболу готовятся к матчу 5-го тура юношеской футбольной лиги Дальнего Востока, который пройдет в Якутске 28 июня. Им будут противостоять футболисты команды «Вулкан» из Камчатки. Напомним, в юношеской футбольной лиге Якутия участвует уже 3-й год. В этом году у ребят стоит задача закрепиться в середине турнирной таблицы. Лена Андреева, Илья Сыромятников, Якутск. На сегодня у нас все, но мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь с нами.